Итак, я напомню, одно из центральных событий дня сегодняшнего – открытие салона малой региональной авиации «Авиарегион-2016». В аэропорту столицы сейчас работает мой коллега Константин Куратов, и он снова выходит на прямую связь со студией. Константин, еще раз добрый день. Итак, авиасалон в Коми проходит впервые, и наверняка посетителей сегодня очень много. Расскажи, пожалуйста, о том, что сейчас происходит на месте. Самая высокая, самая лучшая оценка. Отлично. Все, сейчас. Спасибо, Егор. Итак, главное событие юбилейных торжеств. Авиасалон малой региональной авиации «Авиарегион-2016» стартовал. Аэропорт Сыктывкара начал принимать посетителей авиасалона уже с 9 утра. Люди приходят организованными группами, семьями. Доступ свободный через широкие ворота. Надо пройти только металлодетектор. Проходят быстро, заторов никаких нету. Только что завершилось торжественное открытие. В церемонии приняли участие руководитель региона Сергей Гапликов, министр транспорта России Максим Соколов, президент Авиасоюза Алексей Новиков. Изюминкой этой части стало поздравление жителей Коми космонавтами Международной космической станции при помощи видеосвязи с орбиты. Сейчас со мной рядом Алексей Новиков, руководитель администрации Авиасоюза. Он нам расскажет, как все-таки удалось договориться с космонавтами, как организовать такое действительно выдающееся выступление для наших жителей. Здравствуйте, дорогие жители, гости Республики Коми. Да, мы сегодня был прямой видеосеанс связи с бортом Международной космической станции. Значит, процедура организации такого мероприятия, она связана с ЦУПом России и с НАСА американским. Потому что это сложная процедура передать сигнал со станции на НАСА, на ЦУП, а дальше, соответственно, сюда на экран. Но связь хорошая, мы потренировались, сегодня прошло замечательное поздравление космонавтов. Космонавты на орбите поздравили вас, дорогие жители, с 95-летием и пожелали вам процветания, здоровья и удачи. Мы это поздравление, конечно же, снимали, и попозже в следующих выпусках новостей обязательно это покажем. Было действительно очень интересно. Республику Коми еще Авиасоюз поздравил и наградил орденом Гагарина. Расскажите об этом, что за орден и насколько это почетно получить его? Вы знаете, орден имени Юрия Алексеевича Гагарина – это высшая международная общественная награда. Орден был учрежден к 50-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина. Этим орденом награждены все наши первые космонавты. Награждена супруга Юрия Алексеевича Гагарина, Валентина Ивановна, Алексей Архипович Леонов, Валентина Владимировна Терешкова. Все наши первые космонавты, заслуженные астронавты Европейского космического агентства, НАСА, Японского космического агентства. Этим орденом мы награждали также государственные организации. В мае мы наградили Федеральное агентство воздушного транспорта, наградили Государственную корпорацию по космической деятельности Роскосмос. Сегодня, в юбилей, в 95-летие, учредитель ордена Международный общественный фонд поддержки авиации и космонавтики наградил Республику Коми орденом номер 095. Это подарок от авиационно-космического сообщества республики. Это дань уважения общественности республики. Республика должна развиваться и идти вперед. Большое спасибо, Алексей Алексеевич. Мы уже видим, что в небе над аэропортом начались полеты. Это одна из групп Чел-Авиа. Алексей Алексеевич, может, расскажете что-нибудь об этой группе? Я так понимаю, они Русь, если летает на военных самолетах, да, эти чисто гражданские летчики. Группа Чел-Авиа, ребята, это уникальная российская группа авиации общего назначения. Это гражданская авиация. Это гордость гражданской авиации. Ребята показывают свое мастерство. Эта группа Чел-Авиа, это не просто летчики, которые сегодня летают. Это замечательный авиационный учебный центр, школа подготовки летчиков. Это сплоченный коллектив. Это энтузиасты своего дела и высокие профессионалы. Они летают на уникальных машинах Тикамов П-2002, однодвигательных, и показывают свое мастерство. Группа «Русь», да, правильно вы заметили, летает на военных самолетах воздушно-космических сил.
Эти самолеты вам хорошо известны. 9 мая мы выступали для вас. И сегодня также группа «Русь» будет в воздухе после группы «Челавия». Спасибо. Сейчас, пока мы не видим их на небе, они, наверное, улетели куда-то разворачиваться или что-то еще, готовиться к фигурам. Чуть-чуть попозже мы обязательно вернемся к ним. Алексей Алексеевич, мы знаем, что здесь уникальные экспонаты есть, самолеты. Один из них, который ремоторизированный Ан-2, вы уже рассказывали о нем. Давайте расскажем, чем он уникален и чем он, скажем так, нужен, полезен вот для северных регионов именно. Ну, конечно, надо начать с того, что это всем известный самолет Ан-2. Труженик. Уникальный самолет, который был создан давно в советское время. Он себя зарекомендовал как очень надежный, с прекрасной аэродинамической схемой. Это фактически воздушный внедорожник. Может садиться на неподготовленные площадки. Но Ан-2, он был со бензиновым двигателем поршневым. У него была старая авионика. Мы долго думали, что надо необходимо сделать, чтобы для нашей малой авиации, для региональной, для развития регионов, какой самолет нужен. И вы знаете, большой труд в этом направлении провел Сибирский научно-исследовательский институт имени Чаплыгина. И непосредственно руководитель института, заслуженный летчик Евгений Владимирович Барсук, вместе с компанией «Русавиапром». В итоге, когда работа прошла, был выбран однозначно самолет Ан-2, на базе которого была большая научно-испытательная работа, опытно-конструкторские работы. И был ремоторизирован Ан-2 в ТВС-2МС. Извините, немножко прерву. Вот мы сейчас как раз видим в небе над аэропортом группу «Челавия», групповые полеты. Немножко прервемся, покажем. Как я уже говорил, эти самолеты дали путевку в небо уже целому поколению курсантов от Калининграда до Владивостока. У группы «Челавия» также летает 5 самолетов, 4 летают в группе и 1 солист. Но они, конечно, не смогут выполнять такие фигуры, как выполняет «Русь», но все-таки смотреть, как мастерски, ровно, красиво, синхронно они летают, это тоже очень здорово. Я уже говорил, вроде бы тело оставили непривычное. Ну что с ним? И пока многие сейчас, конечно же, смотрят за тем, что происходит в небе, но при этом все, конечно же, пришли сюда посмотреть и наземные экспозиции. Здесь основная экспозиция — это самолеты Коми Авиатранса, уже знакомые нам Эмбрайеры, Л-410. Многие уже на них летали, но сегодня у них есть, у каждого есть уникальный шанс залезть в кабину, например, посмотреть, сесть за штурвал, внимательно посмотреть салон, пообщаться с летчиками. Также здесь сегодня очень много экспозиций, например, Центра подготовки космонавтов. Да, вот этот купол. Чем радует сегодня Центр подготовки космонавтов? Ну, вот вы сейчас показали на купол. Это замечательный купол. Сыктывкарский государственный университет совместно с Центром подготовки космонавтов, да, они подготовили замечательную экспозицию. Вообще, надо напомнить, 12 июня этого года в Звездном городке было подписано соглашение о сотрудничестве между Сыктывкарским государственным университетом и Центром подготовки космонавтов. Сегодня наш авиасоюз подписал соглашение о сотрудничестве с Сыктывкарским государственным университетом. Цель главная – вовлечь молодежь в инженерно-техническое образование, фундаментальные науки, за которыми будущее, за космонавтикой будущее. Человечество обречено идти в космонавтику, открывать новые планеты, выходить за пределы Солнечной системы. Ну, конечно, космонавтики без авиации не может быть. Поэтому сегодня у нас проходит
проходит праздник с участием космонавтов. Не только авиаторов, но и космонавтов. Юрий Валентинович Лончаков сегодня поздравлял жителей республики, гостей республики с праздником, с 95-летием. Спасибо. Я напомню, что продолжаются полеты Челави. Они прибыли уже вчера. Это были 7 машин авиации общего назначения. Также они уже вчера пролетели над Сыктывкаром. После Челави выступит группа «Русь». Это смоленские асы на самолетах Л-39, «Альбатрос». Вчера их тоже можно было увидеть уже в небе над Сыктывкаром. Они провели плановые тренировочные выступления. Следующее авиашоу мы увидим в 16 часов. Это произойдет в небе над Кировским парком. Можно будет увидеть и на прилегающих к нему улицах. Со всех точек должно все видеть, все должны увидеть это прекрасно. Отметим, что сейчас погода в Сыктывкаре не очень-то ясная, небольшой накрапывает дождик, облачность. Алексей Алексеевич, летают, ничего не мешает это для летчика? Дорогие друзья, я как летчик, я скажу, сегодняшняя погода – это лучшая погода для авиашоу. Солнце не светит в глаза. На фоне вот этого легкой дымки очень отчетливо видны силуэты самолетов. Вот эта погода, она идеальная для съемки, для просмотра авиашоу. Это действительно так. Как минимум для людей, которые вот здесь наблюдают, погода очень комфортна, да, не жарко, не холодно. И мы видим, как много людей сегодня собралось. Вот мы можем даже немножко панорамку сделать. Мы видим, здесь есть и организованные группы детей из лагерей, детских оздоровительных, и из авиационных классов. И просто люди приходят с семьями, никаких проблем нету. Здесь все очень интересно. Я думаю, мы сейчас дальше не сможем говорить, потому что реактивные двигатели свои включают летчики ас группы «Русь». Вот мы сейчас видим их хвосты, и готовятся они к взлету, будут показывать фигуры высшего пилотажа. Егор. Спасибо, Константин. Я напомню, на прямой связи из аэропорта столицы Коми был мой коллега Константин Куратов. Республика тем временем продолжает получать поздравления с юбилеем. Накануне Коми получала телеграмму от президента России. На торжественном концерте в Театре оперы и балета ее зачитал недавно назначенный полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Как отметил в поздравлении Владимир Путин, цитата, «У республики есть огромный потенциал, но все эти богатства должны служить людям. Для этого надо воплощать инвестиционные проекты в различных сферах – строительной, дорожной и жилищной, но при этом учитывать традиции и самобытность края». Конец цитаты. Важно уделять особое приоритетное внимание сохранению уникальной северной природы, самобытной культуры, обычаев и традиций коренных народов Республики Коми. Желаю вам успехов на благо региона и всей России. Владимир Владимирович Путин. Лично поздравить жителей Коми прибыл и губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. Он пожелал сохранять дружеские отношения между нашими регионами и, главное, поддерживать транспортную связь. Празднование юбилея республики будет действительно масштабным. Для жителей и гостей столицы приготовили множество сюрпризов. Подробности в нашем следующем сюжете. Праздничная суббота стартует в Сыктывкаре со всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. В течение 3 дней на различных площадках города выступят спортсмены из нескольких регионов. Они покажут свои силы во флорболе, бильярде, кареше, так называется вид татаро-башкирской борьбы, городошном спорте, самбо, шашках, мини-футболе и масс-рестлинге. А вот официальное открытие спортивного праздника начнется в 8 часов на республиканском стадионе. Мы приглашаем судей по масс-рестлингу, по гиревому спорту, по борьбе на поясах, борьбе кореш, якутские национальные прыжки и перетягивание каната.
Основные праздничные мероприятия запланированы на 21 августа. В течение всего дня на центральных улицах столицы будут работать тематические площадки «Сияние Севера». По сути, это мини-концертные сцены, где будут выступать самые пестрые творческие коллективы республики. Здесь же сыктывкарцы и гости станут невольными участниками шествия делегаций, муниципалитетов и трудовых коллективов, приобретут уникальные работы мастеров, увидят фильмы о республике, работы художников, приобретут шедевры национальные, попробуют шедевры национальной кухни, окунутся в жизнь коми-подворий и, наконец, в общем-то, спляшут на Шонды-бане. Елена Викторовна, я обо всем рассказал или чего-то забыл? Наверное, нужно отдать побольше внимания трем площадкам. Наиболее интересным это площадка перед Домом быта, где мы поставим сцену в виде парусника, на которой будут выступать студенты колледжа искусств, республиканского. Это будут и инструментальные какие-то выступления, и, может быть, рок, и эстрада, может быть, классика. Также здесь Союз художников собирается разместить свой небольшой вернисаж художественный, а напротив большая площадка под часами будет отдана детям. Здесь также будет сцена, на которой будут дети выступать, детские коллективы и города, и республики. Будут различные мастер-классы, более 100 мастер-классов будут проводиться. Тут будет и кинологическое шоу, здесь будет и МЧС со своими одеваниями в пожарных. Это еще одна изюминка воскресенья – скачки и трюки на лошадях. Шоу-программа «Джигитовка» станет подарком жителям республики от конно-спортивного клуба из Чувашии «Отрадная». По сути, джигитовкой называется боевое искусство, казачий национальный вид спорта, во время которого ездок выполняет самые невероятные гимнастические и акробатические номера. Зрелище для коми, конечно, небывалое. Казачьи выступления пройдут здесь, на запасном поле республиканского стадиона в 13:30. Вход для всех свободный. А в 18 часов рядом, уже на республиканском стадионе, начнется масштабное театрализованное представление «Республика. Времена, события, люди». Зрителям покажут клипы об истории республики и людях, прославивших коми. Будут выступления артистов и коллективов, а кульминацией этого действа станет подарок от хедлайнеров арт-группы «Хор Турецкого». Снова к друзьям я своим убегаю, что меня тянет сюда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Завершится второй день юбилейных мероприятий грандиозным фейерверком. Но на этом праздник не заканчивается. Он продолжится и в понедельник, 22 августа, собственно, в сам день рождения республики. Константин Куратов, Дмитрий Ведерников, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.